Маршал Душук, здравствуйте. С вами Табар Хаджимурадова. Я приветствую всех, кто смотрит Новости 7 на канале Грозный. Все, что случилось за неделю, еще много интересного в нашей программе. Итак, смотрите сегодня. Народный ифтар самый массовый в России. Десятки тысяч верующих за одним столом на самой главной площади Грозного. Говорят, Москва – город чудес. Действительно, город чудес – это Грозный. Разговение и праздник в честь благословенной ночи Лейлатуль Кадр. Последние дни Рамадана. Чечня готовится к празднику. Самый большой ажиотаж на рынке. Сколько стоит, чтобы стол накрыть? Чем больше спрос, тем выше цены. До священного дня Ид-аль-Фитр остались считанные дни, как проводят их мусульмане. Самое большое новоселье. Пострадавшие от оползней получили новые дома. Торжественное открытие в Шатое и Новом Биное. Как обустроились и как начинают жить, как говорится, с чистого листа. Рамзан Кадыров официально подтвердил свое участие в выборах на пост главы в сентябре этого года. Мы для всех открыты. Он зарегистрировался и выразил уверенность, что голосование в Чечне будет прозрачным. Проведем самые открытые, прозрачные демократические выборы во всем мире. Уборка зерновых началась с легкой руки главы Чечни. Новая современная техника и больше центнеров с гектара по сравнению с прошлым годом. Более 300 тысяч тонн валовый сбор мы ожидаем. Прогнозы оптимистичны, несмотря на погибший под дождем урожай. На неделе Чечня поставила рекорд в России по массовому ифтару. Более 30 тысяч человек совершили разговение в самом центре Грозного на площади перед сердцем Чечни. Люди из разных уголков республики, из других регионов страны приехали, чтобы принять участие в богоугодном деле и провести эту ночь, возможную ночь предопределения, в большом кругу мусульман. Богословы говорят, что Лейлатуль Кадр нужно искать в последних 10 ночах Рамадана. Многие ученые склоняются к тому, что она выпадает на 27 число. Народный ифтар длился до рассвета. Здесь же собравшиеся смогли совершить ис-сухур. Те, кто остались дома, смогли увидеть все в прямом эфире телеканала «Грозный». Итак, вспомним, как прошла акция. Слово Марьям Керимовой. Готовиться к самому массовому ифтару в России стали задолго до его начала. Трудясь днем и ночью, на площади перед мечетью рабочие собрали 1500 столов общей протяженностью 18 километров. Заранее позаботились об освещении. За подготовкой к беспрецедентной акции следил сам глава республики. С момента, как стало известно о предстоящем народном ифтаре, желание принять в нем участие изъявили десятки мусульман, проживающие за пределами республики. Свои комментарии они оставляли на странице главы республики в Инстаграм. На центральной площади верующие начали собираться задолго до времени вечерней молитвы. По приглашению главы региона Рамзана Кадырова люди приезжали из разных уголков Чечни и из-за ее пределов. Столы к тому времени накрыли овощами, фруктами и напитками. Подготовкой и обслуживанием в основном занимались волонтеры, представители общественных организаций. Помощь оказывали и просто дети. Специально для удобства провели воду. По периметру установили мусорные баки. На площади поставили 3 импровизированные кухни, где с утра трудились десятки лучших поваров. بتشعدوا الأجمود وردات دال سايل سنر. إشتويج دال خلقا متعولش خلق خن متعدلش إز خلقا متعولش أزبز خوال دال شاب وتسجوش سن وين غوز وأخوال. Vai pač Ramzan Kadyrov sa doqso khadina vai maqna shi chwa stalish khitina sash vai buso bijesh навежеш на сталиш khitин vai дузашу идел рейс khotun. Женщины, дети, люди с ограниченными возможностями. В стороне от призыва не остался никто. Как признаются собравшиеся, это мероприятие не просто благотворительная акция. Это очередное доказательство сплоченности и единства народов. На разговение в Грозную приехали даже из соседних республик. По словам гостей, такого масштабного совместного ифтара они нигде не видели. Мы с супругой уже 2 недели в этом чудесном городе. И с каждым днем все сильнее и сильнее удивляемся. И очень удивлены вот сейчас. Мы нигде такого не видели. И говорят, Москва – город чудес. Действительно, город чудес – это Грозный. И мы убедились. Спасибо большое. Первый раз вижу такое. Если честно, первый раз. Спасибо Рамзану Кадырову, что он так организовал. Аллах ему еще
даст ему благословение, большое удачи в жизни ему, прекрасно за свой народ. Первый раз вижу такого президента. Спасибо ему очень большое. Ко времени вечерней молитвы к народному разговению вместе с сыновьями присоединился глава Чечни Рамзан Кадыров. Здесь его ждали муфти и богословы со всех республик Северокавказского федерального округа. После призыва Муэддина собравшиеся совершили коллективную молитву. Аллаху Акбар. Здесь же был организован и вечер нашидов. Его открыла детская хоровая студия «Ихсана» и певица Рашана Алиева. Вокалисты исполнили нашид, в котором приветствовали и восхваляли священный месяц Рамадан. Участие в религиозном песнопении принял и гость из соседней Ингушетии. Парень признался, что давно мечтал выступить перед чеченской публикой. Участие в столь богоугодном деле для него особенно ценно. ومخار وزدق غلا مهكر حاشم بي خشت مهكر سنة دال صادوش إنشليل هم برات شنيز عم حدا هيقات وش بقدوش حمد إيه بوصل الحمد إيه طريقة بلغات إيه غلا مهكر حاجي تواب شو سعيش مسخن شخوش خلوش إن شاء الله دال أندلي دال صادوش مارخي ودال بركة بالبسموش. Несмотря на многочисленные выступления перед широкой аудиторией, многие артисты именно в этот вечер чувствовали больше волнения и ответственности. Сегодняшнее мероприятие отличается, потому что оно очень важное для всех мусульман Чеченской Республики. Нам предстоит выйти на сцену. Это, конечно, волнительно очень, потому что здесь очень много людей, но я надеюсь, мы справимся, да, мы собираемся исполнить нашид, и да, я думаю, всем понравится наше исполнение. Жемчужиной вечера стало выступление дочерей главы региона, которое, как всегда, не оставило равнодушным никого. Выступила перед собравшимся также мужская вокальная группа «Или». После завершения чтения нашидов к верующим обратились богословы. Они рассказали о значимости этой ночи для всех мусульман. Точная дата наступления ночи предопределения неизвестна. Религиозные деятели предполагают, что эта ночь выпадает на последние 10 дней месяца Рамадан. В рамках народного ифтара участникам была предоставлена уникальная возможность увидеть реликвии пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах приветствует, которые разместили в мечети сердца Чечни. После торжественного мероприятия глава региона пригласил к себе в гости муфтиев из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Дагестана. Тот баракат, который дает Всевышний Аллах, пусть он укрепляется и делает всех народами братскими. Те народы братские, которые есть на Кавказе, чтобы эта любовь укреплялась, дружба увеличивалась, чтобы мы росли мощно ради милости Всевышнего Аллаха и ради нас всех остальных. Metti görüş bolbu. Az biz diyor Türkiye'ye işte diyor marka duası doluş işte bir gulum bayır. Elhamdülillah dokna bark beynip os. Şu an tukunu bardir. Masak ahin oz mahdiyasır. Masak oz vaşı diyor erbezamlayasır. Tahan bosumna lirin bir bosumna galıp bir bu hoz bol bayır. Din bol bayır. Sada tavuz dahkır tahan ve bosul دين وصلت هذا أستا ذي غلغي نوشي دوقة قبول شارع قرقة ذوي ويل أصبح عندوش دوقة غلغي بوستان حبيكة
я бы хотел поздравить всех братьев-чеченцев с благословенным месяцем Рамадан, месяц, в котором был ниспослан священный Коран, месяц, в котором есть ночь, которая лучше 1000 месяцев. То есть и эта ночь, иншаллах, надеемся, что эта ночь сегодня. И мы благодарны уважаемому нашему брату Рамзану Ахмадовичу, который пригласил нас сегодня. Он щедр. Аллах любит щедрых и дает щедрым, дает еще больше щедрости. Пусть Всевышний Аллах вознаградит каждого из нас, пусть примет все наши молитвы, которые мы произнесем сегодня, эту благословенную ночь, этот благословенный месяц. В доме главы региона они совершили религиозные обряды, прося у Всевышнего милости для всех братских народов. Гостям также были переданы пакеты для ифтара, чтобы они смогли раздать малоимущим в своих регионах. اتسم ناس غلا رزق ندوق ضب الغيل شنا ندوق رزق لسد على خزعيقنا ندوق خلق در برقل در رزق غلا ودرسن دار شيد عدول ايمان عجنا وباتش رمزنا عام حاجه صرخ فون دير دوق رزق ويدلتن هرم دقاتي انا رخزم هرديكم دقاتي انا دوقنا غوشت خز مره داستن بولن دار شيد عدول. Большой ифтар на Центральной площади стал продолжением масштабной благотворительной акции, организованной Общественным фондом имени Кадырова. С первого дня Рамадана разговение проходило во всех крупных мечетях республики. Кроме этого, десятки тонн продовольствия получили жители Сирии и Сомали. Каждый вечер за счет фонда имени Кадырова совершают разговение и мусульмане Москвы. Таким образом, благотворительная организация из Чечни стала символом милосердия и сострадания для людей, живущих в разных концах света. Мариам Керимова, Исмина Гацаева, Дауд Куруев, Новости 7. С начала священного месяца акция «Ифтар» проводится в 14 крупных мечетях республики. Каждый вечер за счет фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова верующие республики совершают разговение. Эта благотворительность стала уже доброй традицией, которую президент фонда Айман Енисеевна проводит ежегодно. Продолжает фонд помогать и мусульманам Сирии. На неделе продукты получили жители 11 районов Дамаска и его пригорода. Очередную акцию проведут в городе Сахнае, где сосредоточено большое количество беженцев. Местные власти говорят, что кроме фонда ни одна благотворительная организация не выполняет в полном объеме заявленную программу. Напомню, акция «Ифтар» в Сирии началась в первый же день Рамадана по решению президента фонда Аймани Кадыровой. Священный Рамадан близится к завершению, до его окончания остались считанные дни. Но уже задолго до этого жители республики начали готовиться к самому яркому празднику мусульман – Ид-аль-Фитр. Большой ажиотаж, как всегда, на рынке. Продукты буквально исчезают с прилавков. Хозяйки, будто бы соревнуясь между собой, готовят всевозможную еду, каждый раз норовя удивить гостей своими кулинарными способностями. А вот предприниматели на рынке уже давно никого не удивляют. Цены в преддверии Уразы повышаются в несколько раз с завидным постоянством, рассказывает Лейла Наврузова. В преддверии самого главного праздника мусульман Уразы на рынке Грозного большой ажиотаж. Все заняты покупкой продуктов для праздничного стола. Спрос на товар в последние дни большой, но и цены на него, к сожалению, почему-то выросли. Продавцы объясняют это тем, что товар дорожает не здесь, а за пределами, где они его и закупают. Например, яблоки, груши, слива, ананас, конфеты, печенье. Есть еще ряд продуктов неместного производства. Естественно, в таких условиях приходится повышать и розничную цену, чтобы не оставаться в убытке, говорят некоторые торговцы. Но среди всего этого немало и товаров местного производителя. И на него цены также завышены, хотя предприниматели утверждают другое. К этому празднику люди готовятся основательно, несмотря ни на что, отовариваются не скупясь. Ведь в этот день все стараются, чтобы и в доме было красиво, и на столе вкусно. Представители духовенства республики повышение цен на рынке в канун священного праздника считают неправильным с точки зрения религии, так как сегодня, заработав на этом деньги, завтра они окажутся только в убытке.
دخت إخ دز سديشة سو يوحكا إيمان خدوسون بيركت خدوسون دق ساق مدوس أما سو بوس ما بيقن أسدي نحشا ديقن شو نحشا ويخر وقال سون خيتا حقي بقتاس شين خلوش تول بيركت تدوق دق سو بوس ما بيقن ناخن إدزده. Ид аль-Фитр – один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина. Этот день с нетерпением ждут и дети. В течение всего праздника они бегают по домам и поздравляют, и за это их угощают сладостями. Праздник Уразы завершает месяц Рамадан, когда мусульмане держат строгий пост, ничего не едят и не пьют с рассвета до заката. Во время праздника принято накрывать столы, принимать гостей и поздравлять друг друга. Лейла Наврузова, Руслан Яхьяев, Дауд Куруев, Новости 7. В преддверии окончания месяца Рамадан муфти республики Салах Межиев обратился к мусульманам Чечни. دعمت بولا ويخأم بيربو ويعيد مسخر دو ويخأم بيربو خين الحلقة خأم بو إيشيات سويهون دالشي إذا بوت غور تسغور بوشتول شمنا خا تستل دولدير ويا بنديل نكاحا لدو غردو وينا خو خأم خل وين خل بولش بول خأم تسا ويدعقيق وردو ويدي خردوق ناخيه ستسقطر تعبول شارقة دوش طل خبرش درج صدر ولا ألش تعبول شارقة خبرش ديت ويمار دقنا يخلي وجهلي بوش ما بالي ما بوزيقات شلز بول ديل يلشن أمتا بولنا عليه الصلاة والسلام بريشي المجر دولشا قد سك أزق نحن عبول شوت عويسن مار لاسن بو خوشر مثلا زكتنا مارخي برز مار داستر بيري زكاتنا خو خادم بيناتيع خو ساتسن بيناتيع بوش سقط تشبيش خل سندر سنا درجة إنزديت سردو ويدا المؤلح شريعة خادم من ساتسن درك هدو بيامر عليه الصلاة والسلام سن قميل أنتي دعنا حماقة أجر دقو بوش بالقاتش درك دوال عيدي والله عيلا مزدين شولت عيدي والله يولشل أت يقعها يساعد قرأ يدعدلر أجر يزو يولشل خن إزيو تاق سلطي مثلا دزودك هدوتي شوي ديتش الش امام شافعي مذهبه اجر دزودرك اذا شات ان بولش بول بيرتك بولردو بيرتك ملون بيرتك بو ح مخا ح اجر دخو بوش بول قاچ بو اليس وي اجر دخو بوش بول قاچ بيبك دولونديره سندر وي بيبك اول وي قالر اول وي از دولون در وی کدو تیگه وی دویچترک وی مخکع سوچتک کهولدک شا نتلت تبوچ شا بürtük تنی bolş مرشی bolş lazarach saktek بürtük واحش sonra da iş olştol dem ha dolştol kadakır egire dezodek do imam Şafii mazhabih son baram sabol çara dua çetirista Allah sabol çara dua wasim sot Allah dela waya يسوي الشغل جرام شا جورجا إنا مسكشنا هنغلا قردو إذا كذا تتوه شغل جرام يا خلو شغل شون خليشان بس قال قاكيل ال إيش دقيق نوي يو خاطر شغل مثلا دلا أخشدل شو درتيش أخشدل مجردويتيح بوشدل خاطر شغل ويجر دزعدك ويبيلقال داقنا بقوا يتع أخش دل ملأرسون أخش دل يشيتع بوش دل خاتشن جوبلوش أولوي إذا وي مذهب داتس إذا أبو حنيفة مذهب دو دلع أبو حنيفة مذهب أنتي تجنا عمل بقوا يتع سأل شي عمل بقوا يوحى أبو حنيفة مذهب أنتي تجنا بقوا يوحى أق سع زكت أخش خلت حول عدل سون بار مويا سير ماذا بعدوش طال صح إذا حاجة أجندوستا ديسنا تغر وما ألر كذا دق جورج دينا دق نتسخلش أور جورج دينا مسكشنا عنه قليتا بارتم أخش ما خادنا وي سحنا استجنا تيرلوش دلو مهر داستر بري زكاة وسم ستربلي
نيتش خيناها أبو عنيفة مذهبا إتوجر نيتش أس نيت دي أبو عنيفة مذهبا إتوجنا سينت إيرا مار داستر بير زكاة باختم أحش خلتش حولح ديل دو عداقة الله أكبر ال إشت أستيبن يوغا إساعد وقوش خيناها سنة دوتسيقاها ترتيب ترقلدر ترتيب بوشتكودو سنة عسيتسن درقا حلقة حانت إير داخل ديز بوشتل شومان سيتسن دوتسيقاها إمودو أجر حلقة حانت إير دو قردو أح شالله خصومنا نيولش ولا عشي خصومنا انتير دو قردو سو خوزلوها سنة دقا نقاسين وعبي يوش بولش بولناتون بولش بولاها اشت أسترتيب استرقل دي دو سو بات اها ووتر يوقع ويتش خديع ويرويتاق شي انتير شالله خصومنا انتير خوزلوها شي جيما خولش وش دوزل خوش انتير دي ازلوها شي دين تير بخي ازلوها شي نان تير أخ مثلا وقوش دوزل خوشنت إيره سو دوزل خوشنت إير وعوروي داخ مثلا الترتيب ترجل صديقة زكاة خوش خل تعالى خوش خل دلا الترتيب ترجل در بريادك أولسنا ورسي ما تاه ترجل در سنة دويز. Как и было обещано главой республики, до окончания месяца Рамадан все жители региона, чьи дома разрушили оползни, справили новоселье. На прошлой неделе торжественная церемония прошла в Ведено. На этой неделе состоялось официальное открытие в Новом Биное и Шатое. За рекордный срок людям построили дома, обставили их необходимой мебелью, наладили все коммуникации и обустроили территорию и улицы. И все это за счет фонда имени Кадырова. Слово Магомеду Салтамурадову. Начало священного месяца Рамадан для жителей 3 горных районов Чечни было далеко не праздничным. Обильные осадки, которые охватили регион, привели к оползням в Веденском, Нажаюртовском и Шатойском районах. Пострадали десятки домов, сотни людей в одночасье оказались на улице. На то, чтобы устранить последствия стихии и решить вопрос жилья, по самым скромным подсчетам требуется несколько месяцев. Объем работы слишком большой. Учитывая бюрократические препоны, процесс этот, по сути, мог затянуться даже на пару лет. Это прекрасно понимали и сами пострадавшие. Однако глава республики успокоил людей. Не дожидаясь помощи федерального центра, Рамзан Кадыров поручил немедленно начать строительство нового жилья для нуждающихся. خدمت جوبو بيهاجس كياسة غوصة لكن نتيان شدش الكونسيبت نتي بوليتيك نتي يعني أريهم توشوا الله ما شو بقى بينبوش بس ناديريس كالبوش بون ناقيس بون والله سيزة تناخ جون خيل الدوجي تغنى على الحسين دوجي يوقفن زيادة دي كان بيخن بويلو ديريس خيلو. Масштабная работа развернулась во всех 3 районах Чечни. Глава республики поставил задачу закончить строительство за рекордно короткий срок, чтобы люди отпраздновали окончание поста в новых домах. Работать стахановскими темпами команде Кадырова не привыкает. Немало установлено временных рекордов по строительству жилья. Но в этот раз задача стояла куда серьезнее. На все про все у строителя была всего лишь пара недель. Первыми новоселье отпраздновали жители Веденского района. За 12 дней для них с фундамента построили 17 домов. Еще 5 семей получили 4-комнатные квартиры в Грозном. Меньше чем за 2 недели люди вновь обрели крышу над головой. Причем дома полностью обставлены мебелью и бытовой техникой. is doch alamat khulu delandona shigildal shuyuq oirdal chuwadona töl khishmet dakhil husam khalij ich o bokdel ghirna bokdona atandona amal ajena wasti bandosh okalach besh buch besh daka way halt bandosh way marka dakwesen tawu chwat way ginadona bushtu region shkakhala way samdona dona shtak na mokhbal zigin shkhilla atandon hinzi dona ta dona
Руководителю оперативного штаба Исламу Кадырову и Саламбеку Центроеву глава республики присвоил почетное звание «Заслуженный строитель Чеченской Республики». Почетное звание «Заслуженный строитель Чеченской Республики» Кадырову Исламу Вакаевичу, руководителю администрации главы и правительства Чеченской Республики. Награждается почетным знаком за трудовое отличие Центроев Сулембек Баудинович, генеральный директор Чеченстроя. Меньше чем за 2 недели новое жилье построили и семьям из Нажаюртовского района, которые тоже пострадали от оползней. Ключи от 12 домов со всеми удобствами и условиями в Новом Биное счастливые новосела получили в начале этой недели. Некоторые жители до последнего не верили, что строители закончат до окончания месяца Рамадан, но в конечном счете отпраздновали новоселье еще раньше. تجن واحد هرم دلور داسر أخذ رمزانا دير ليز هالسن دالا شاليل وشخ ديما بيرك هالسن دالا ومسكش خول أنا بيرك تيول دق. Чуть больше времени понадобилось для строительства нового поселка в Шатойском районе, где в результате оползня в селе Гушкорт 10 домов были разрушены, еще 17 находились в зоне риска. Для них за счет средств фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова построили 30 домов в одном из самых красивых уголков района. Магомед Аминкадаев – один из счастливых новоселов. К дому мужчина уже привык. 2 спальни, большой зал, уютная кухня, ванная комната, мебель, бытовая техника. Строители поставили даже приборы учета коммунальных услуг. سمقادوش حتشوفك دعبخي ترويو ديل قهيتم الله دال يتيب قهيتم بر دال خاصتم. В поселке всего лишь 2 улицы, которые по многочисленным просьбам местных жителей названы именем Ахмата Хаджи Кадырова и Аймани Несиевны. Поселок построили на чистом поле за 18 дней. Работы было слишком много. Учитывая это, глава республики поставил во главе оперативного штаба сразу 2 человек – Ису Тумхаджиева и Магомеда Даудова. Почетное звание «Заслуженный строитель Чеченской Республики» Даудову Магомеду Хаджатмедовичу, помощник главы Присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Чеченской Республики» Тумгаджиеву Исееву Бакаровичу, председателю счетной палаты Чеченской Республики. Беда, обрушившаяся на Гушкорт в начале июня, потрясла его жителей. Дома, что люди строили всю свою жизнь, за несколько часов пришли в негодность. Своими силами построить новые дома люди вряд ли смогли, тем более за такой короткий срок. ويدعونا حقيقة كشتش عديش دعارة إزدعونا قدامي دعوة على بين تكشف دوش بوعبعش لجالك إذا وعبانش لات بلاتك شتوخ أول تراكتور خواك شباتك شو هو دعبوش متكلو بوش وجدك أول ما سويتك سودك يردون سويتك عيدا ديك در أول خويدون أول نشل وعبع كناهم وجاس سلوش دون هوكا ريون عيدلو وجتل متك بالقليا كنا الشيء دول على الأول دون بس مشوار خز بالأسود بور فنح دونه شنك ما قدر بدر بول دونه إذا إنزل يدير بوه ده الشيء بره ما يقدر يدخل. Это уже 4-й объект, что открылся в муниципалитете с начала этого года. Жители высокогорного района безмерно рады такому вниманию главы республики. اختبل لعبولش طون نسل بو ديلا شو أستاذ ريز غيلان خنيقش تادي مش ما أحطون أتبنا خاوش كرت بالشنا أدري شو ده الشجية سريغشلو حتى خلاح خون أسخان دير ريز حونا خيلة أعل دين حباش أغموعن بارنا خيلة كنت حن مهل جناق واستجناق خيلة دال دنيا ناق قيمتين ديغل دايل شو دال دنيا ناق قيمتين دق دي دايل شو.
Помимо домов, в поселке за рекордный срок возвели и новую мечеть на 150 человек, в которой вместе с жителями Рамзан Кадыров совершил послеобеденный намаз. انزري دخم دوتسون سو دلدك دس انت نانس يعن ددل صوت تقير تلفزيون شو رمضان في باتشا ديري سيتون سو مارك دوست شو خيل بيز عليه بعد ديتش والخك دو الله مسخيتر ماركش موكل شينكرن مش سيخول خك دو uns مارك دا سونس خديدي تهادو وين مغورا شقد الله يورتر بنابوي والله بالله تالله وبزلو بو استغنوا شاش بيلدينج دابولتيون رمزانين يوندوي بركل بوش سون يوندوي شاش لامز دين شول دياتون ديش ديادوي تون ديان يو لو تشيت يو بركل بعديش من رمزانين. Неожиданные оползни, которые охватили горные районы Чечни, нанесли серьезный ущерб. Если бы не рука помощи, протянутая фондом имени Ахмата Хаджи Кадырова, люди еще долго скитались бы по чужим домам, в надежде получить хотя бы частичную компенсацию утраченного имущества. Однако эта история завершилась как в сказке, со счастливым концом. Магомед Салтумрадов, Магомед Сулейманов, Хаважа Мунаев и Дауд Куруев. Новости 7. Новоселье в Новом Биное отметил и ветеран Министерства внутренних дел Салам Утибигов. Поздравил его и глава республики, по поручению которого и был построен дом-семья. Напомню, Рамзан Кадыров навещал Саламу, узнав о его болезни. Наградил его орденом Кадырова, обещал помочь в лечении и улучшении жилищных условий. Двое сыновей Саламу Утибигова погибли в борьбе с террористами. Подробнее Рамзан Керимов. В правоохранительные органы Салам Утибигов пришел в начале 2000-х, когда в Чечне шли активные боевые действия, а силы международного терроризма прочно обосновались на территории региона. Свои лучшие годы он, как и тысячи других правоохранителей, отдал во благо Родины. Несколько месяцев назад у мужчины случился инсульт. Он не мог ни говорить, ни передвигаться самостоятельно. Узнав об этом, Рамзан Кадыров лично выехал к боевому товарищу, распорядился отправить его на лечение в лучшую клинику страны и решить жилищные проблемы. Еще одним подарком для Тибигова стала высшая республиканская награда орден Кадырова, который он получил лично из рук главы региона. Республика награду орден Кадыров. Бисмилlah. Salamı düzeli dühürle düğünde amalaş herkam هو بالع هو ظلمخ هو بيتنخ هو وغبيستي هو ديال ماستوي ظلمخ أم حلدق شعر وشنا نمق يقناشت حقيت وينا وستوش إشت شيء ناقص شيء كان ديال الخلا يح يوش خلق دوش ميرا وش شا إشت شيء ديوزل قين إيش كان ديال الخلا شا إشت ديونال دوش يح يوش شيء ona olş dikstagwal da tişaldı ve da mola Ramzan Ahmatoviç ol döhürdüna ve o alla gudar to balğan duel erdoldas to niyatlan vasti duel da Allah disah taysa dehni diyatsak vaş erdolçera iş taqwa da assalamu paçaşa da tünti isan bolçerti qomaq kamos sometti qoç çongçunti da daqilhan wayna vasti da ter düzelsti تونغ شولا تاخ مسني هول المداهر عيالو يشولا تيزت دال دال مصو اور سيربال بوش بو بيش ديش ناتيرز بال بوش مصو اور قهوه شو رمضان احمدشين دغر ديريز خل ادرس زي محل هو اشت سلام رمضان احمدش شا خدي شو تموتي اشت سامسونج سامغراو رمضان احمدش الله اشت شا ور وتي تاني ور دو الله اشت تون اوردن كدير ولو تشناي
инсульт شيء تقدر يدق ويسا قيتم جاوش اشتي بيش خول بالش والله بق مدوني رمزا ما تقول لي وانا تا تاويل شتبني شامبولتن خصوصا ديوزل بيش بوختر غيرشنا تا ايش متخول شويه تري بوش وش واوج عربي دات رمزا ما تشوش تاسا حاجه ول شين اوردن قدر والله اوردن قدر رمزا داول تشينا تن برجع دل خدات تن ما بس صار الله إيش تبغون هوي شورت بقول ده الملا الحمد لله ده الملا أولي برتو هروش هذاك ديلر دو الله أكبر. По стопам отца пошли трое сыновей – Сулим, Сулумбек и Аламбек. Они не остались в стороне, когда республика нуждалась в защите. Сулумбек, защищая родину и товарищей, героически погиб в 2003, а Сулим – в 2007 году. У него остались два сына – Якуб и Муслим. По словам матери, потеря сыновей стала для нее самой большой утратой. أحمد تاجدو ديكستقوي وهم داتون تحليل دوي تبي ويدو ديشتات وريش شاش أوصل مقايت الأخير مالوجن شاش نوئشت أدمن ميتجح أرض دول شولي قلت شي وقاقنتي إيولي وشت حتى مبلغش تاسع عجبو شابر دعمي رمزان ما بيندير دع مص وهم دعني استيقظوتها دير ريس غلطن ويزن دير يتسجن أحمد حجي فندو مصر أربو هالخزات إيدي تخون دير ريس خلط من موسكوا بلنيتي وجيتي Аламбек, младший сын в семье, после гибели Сулумбека вступил в правоохранительные органы. Вместе со старшим братом Сулимом плечом к плечу защищал родину от бандформирований. По словам Аламбека, братья всегда опекали его. Страшная новость о гибели Сулима настигла его во время несения службы. Тазодный чотирён тюзек да. Сюг олшты дальше что. Цеякн сюгу мама гайд ба короче что. Ты можешь тавалы его что вы это. Сулим и Сулумбек отличались мужеством и отвагой, и братья всегда были готовы прийти на помощь в трудную минуту, так их воспитал отец. Саламу продолжил работу в правоохранительных органах даже после трагической гибели сыновей. Сослуживцы вспоминают Тибиговых как настоящих защитников Отечества. Сулейма бекка дальсишн шине далгазот قبل دويلا شيء آمد حجيني داقلنا وشيء أق أقسلامنا هر دقودي شكنت وجز كمادات هتي إرندات تاشن ولر إشي هم مخنا خلقنا بيدي والأحمد حجينو داقلنا وشيء سلامو دحر دوينا حبينا وشيء كان تقدني أنشر دعوالشي هقبلخ يدوق دلنا يوه ولا وتشاكل ويسوت هو أحمد حجينو دغيرتن وهر سلامو سقين بيوزل بويز That's the reason why they na. Bold ya adolil China. Sano tabi shibius qobius pradnya $1 to da kan isqadin rashoti yazara yuchuna molchuna da qosomana ishtayla sulima in sonjim hum yaxtlu ishtagah nagrus qadru bizakan da la godish nawsa desh wariza istasho ledro uch dikan wariza qosomana دويتش وش نستور نستلج أو غدور توصل خلي تشتغلين تعلق تقولك شو ديك ولا لامس بصومان تلا وش ديك كانت ورقص تتصح وخدنا در يو تليفون تأخ بالله حدول ويز دو بالله حدوخش ويز دي دبانا خلا تحط إعدانير تان تا سليم سو أبو بكر محمد طبي تاني يو محمد أبو بكر سياو تقول شاشي ألا ويجانت أبوي جاشي أل وتروج ملا سيرش تعدول تقوش لا حرشة تروج أل تروج تقول تروج نيس زسادة تنسفل صار حتى يخيرز سلم أسورج إقن يوتو أسورج وزين شو واقعا سيا واقعا ده تودينا الدوش كان طول سلم عندنا تعدويتش دور جيح لقى هم ولقى يعني هو تعدويتش ها كوج لازين برقصة كوج لازين سوالوش سلم سنرجعك شين رجعك شيء يجي ولا معدين سليم عينه جيزي وقاعد شا ودير دون باش شو غدور ناوس طور سليم عندنا إذا هلك باش شيء تنشطات سمعات دارش تعدويت شو ما دور
سليمة تليفون تأخير سليم جو يا قجة مجادوش إشتيدو هندو إش داسات وار خلتها وقاعجي ولدرجة تاع سما ويرزع شيء كان تواتسون على سلام وسأل صديقي زوز ده جو سيسدو ليرتو داس داس كانت دقن دق تغن السلام دال يشتغل عمل حاجة سي أربعة عندنا سنية ده شا متشات ويس هنجو متجامعتي عمل حاجة واش ده لا ما بتشرم زان سو بوشن قيشن هنجو متشا كون على أولي كون هيغلوش ديلو ديشن قيشن تاريخ شورا نجيت تديلا ورا يعني باوش سا إنسرو تول تانك شولن هنك شور شول بتشوف مسكوا بيجينا قيش بيجينا جو وعلو شورا إنت هذا هو اللي غلا وقنا يلديتنت شنو رئيس هالسنة ده اللي كان بيقام بوسنا هو رزم شيء نبتشوفه في دولشون ماشين دقيق واش دقيق مصوما بتشوفه на Восточном. Пока Саламу находился на лечении в Москве, строители возводили его новый дом. Работы выполнялись оперативно. Рамзан Кадыров поручил, чтобы к приезду Саламу все было сделано на высшем уровне. И теперь Тибиговы отмечают новоселье. Поздравить их с этим важным событием приехал лично глава республики. Первым делом все вместе совершили в новом доме коллективный намаз. Богословы поблагодарили главу республики за помощь всем нуждающимся. تخولي تخلدر لونش تخ ديرش تشتل هم شلت ديرش عديش تشتل شو منا ما خادو تون هو أردو أتصل بق بالبو بزغل وش والجدال دنيا آخر دقل دويل ده حين تديش مصو موش خلروال حين ديش مصو ديكني قاچوال ده رزق. У порога нового дома Рамзана Кадырова встретил Саламу. Если совсем недавно мужчина не мог ни говорить, ни передвигаться, то после лечения он чувствует себя намного лучше. Мужчина поблагодарил главу региона за помощь и поддержку. Рамзан Кадыров вместе с новоселами осмотрел новый дом, затем поужинал в кругу 7 Тибиговых. Перед отъездом глава республики сделал вместе с новоселами фото на память и обещал быть частым гостем. Рамзан Керимов, Халид Мавсаев и Джамалаил Хаджалиев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости 7. А теперь коротко о других заметных событиях недели. Во Дворце молодежи прошла торжественная встреча, посвященная Дню молодежи России. Участие в ней принял и глава республики. Он поздравил собравшихся и отметил, что молодые люди, готовые трудиться во благо республики, могут рассчитывать на поддержку руководства. Здесь же активистов молодежных организаций наградили почетными грамотами главы Чечни. Также более 260 представителей подрастающего поколения получили премии от фонда имени Кадырова. Отныне курировать молодежные организации Путин и Ахмат будут первый вице-премьер правительства Ибрагим Закриев и руководитель секретариата главы Чеченской Республики Идрис Черхигов. Рамзан Кадыров встретился с новым начальником Главного управления МВД России по Северокавказскому федеральному округу Сергеем Бачуриным. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках противодействия экстремизму и терроризму. Кроме этого, участники беседы отметили, что благодаря целому комплексу экономических, социальных и иных мер, принимаемых федеральным центром в тесном взаимодействии с руководством субъектов округа, ситуация на Северном Кавказе становится стабильной и безопасной. Это способствует привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест. Рамзан Кадыров вместе со своими соратниками посетил минеральный источник Истису в Гудермесском районе. Здесь располагается оздоровительная зона, куда приезжают жители многих регионов России. Напомню, в 2014 году по поручению главы республики территория источника была полностью благоустроена. Большой водоем, куда стекается вся вода, поделен на небольшие бассейны, на подступах выложены ступеньки. Имеется даже водопад, который используется в терапевтических целях для гидромассажа. Всего в этом месте имеются 3 источника лечебных вод – йодистой, серной и с примесями железа. Серные воды в качестве борьбы с различными недугами приобретают все большую популярность в народе.
Глава республики принял участие в открытии управления пенсионного фонда в Гудермесском районе. Здание площадью 1300 квадратных метров возвели в кратчайшие сроки. Здесь же отметили отличившихся сотрудников. Глава передал им материальную помощь от регионального общественного фонда. Затем, разрезав красную ленту, гости осмотрели новые условия соцработников. После реконструкции здания оснастили современным оборудованием, которое позволит вывести обслуживание клиентов на новый уровень. Внедрена система электронной очереди Next. Она значительно упростит процесс ожидания. В соответствии с государственной программой «Доступная среда» здание оснащено пандусами для людей с ограниченными возможностями. Также имеется уголок матери и ребенка. Далее в нашей программе. Рамзан Кадыров официально подтвердил свое участие в выборах на пост главы в сентябре этого года. Мы для всех открыты. Он зарегистрировался и выразил уверенность, что голосование в Чечне будет прозрачным. Проведем самые открытые, прозрачные демократические выборы во всем мире. Уборка зерновых началась с легкой руки главы Чечни. Новая современная техника и больше центнеров с гектара по сравнению с прошлым годом. Более 300 тысяч тонн валовый сбор мы ожидаем. Прогнозы оптимистичны, несмотря на погибший под дождем урожай. Рамзан Кадыров прошел процедуру регистрации в избиркоме, подтвердив тем самым свою готовность баллотироваться на предстоящих в сентябре выборах на пост главы Чеченской Республики. Напомню, что кандидаты на должность главы Чечни должны были успеть подать документы на регистрацию в избирательную комиссию не позднее 18 часов 3 июля. Рамзан Кадыров выразил уверенность, что предстоящие выборы пройдут максимально прозрачно и принять участие в них сможет любой, кто хочет быть полезным своей республике и народу. Выборы, демократические выборы. Все, кто хочет стать главой республики, когда верит в себя, в свою перспективу, в том, что он может трудиться во благо республики, народа, он должен баллотироваться. Абсолютно прозрачность должна быть в республике до выборов. Мы всех приглашаем, западных, европейских, всех наблюдательные советы, комиссии, которые присутствуют в мировом сообществе, чтобы они приехали в республику, посмотрели, провели обследование, насколько мы проводим демократичные выборы, и как у нас будут проходить и выборы главы республики, парламента, депутатов Государственного Думы, муниципалитета. Все, что есть у нас, мы для всех открыты. Поэтому я вас прошу, чтобы вы провели честно, добросовестно, чтобы люди могли участвовать. Люди были уверены в том, что они, если за них будет голосовать народ, что они могут и стать главой, и депутатом. Да, спасибо вам, Рамзан Ахматович, еще раз за вашу политическую активность, за вашу открытость, гласность. Я думаю, что мы в республике обязательно проведем очень самые такие на заглядение другим субъектам выборы. Я уверен, что мы проведем самые открытые, прозрачные демократические выборы во всем мире, во все времена, во всей истории мирового сообщества. На неделе исполнился ровно год, как не стало одного из самых ярких политиков Чеченской Республики. Дуквах Абдурахманов был настоящим патриотом, надежным членом команды Кадырова. Начинал свою карьеру рядом с Ахматом Хаджи и многое успел сделать на этом пути. Последние годы бывший спикер парламента боролся с тяжелой болезнью, но ни на один день не переставал трудиться во благо республики. Последний результат его трудов – это признание Грозного городом воинской славы. В самые тяжелые годы становления республики в 2000-е Дуквах Абдурахманов возглавил вновь созданное Министерство сельского хозяйства. В то время, вспоминает Джамал Демалаев, находясь в должности его заместителя, он и узнал об удивительных качествах Абдурахманова. Бесконечно внимательный к окружающим, ответственный в работе, он в первую очередь ценил в людях верность слову и делу. Этим принципам он следовал и сам. حالدي تغط شخص والر مسألة حكم ولا واتر شا سن просто обращение с людьми вот этот сразу заслуженный авторитет я картина в коллективе и вообще во всей республике угр халзамер из хадовш блокпост шер
Жизнь Духвахи Абдурахманова развивалась стремительно. Сначала работал школьным учителем, затем председателем Джалкинского сельского совета, Гудурмесского горисполкома, главой администрации Гудурмеса, министром сельского хозяйства, председателем Госсовета. Последняя должность – первый спикер чеченского парламента. Где бы ни находился и кем бы ни работал, прежде всего Духвах Баштаевич был патриотом с большой буквы и принимал участие во всех значимых событиях республики, главным из которых был референдум по принятию Конституции Чеченской Республики. Проведение референдума, проведение выборов по принятию Конституции, оно будет пройден этот этап чеченским народом. За время работы Абдурахманов был удостоен множества наград, в числе которых орден Кадырова, ордена дружбы, почета, славы нации, медаль за заслуги перед Чеченской Республикой. Успел он стать и почетным гражданином Чечни. Последним и самым ярким результатом его деятельности стало признание героической истории чеченской столицы, присвоение Грозному звания города воинской славы. Духвах Абдурахманов родился 14 марта 1956 года в Караганде во время 13-летней депортации чечено-ингушского народа. Возможно, именно этот факт повлиял на выбор профессии историка в будущем. Он издал множество книг, среди которых даже трилогия о первом президенте республики, его супруге и их сыне, нынешнем главе региона. Последнее из его произведений «Битва за Чечню» хотел издать даже вторую часть, да вот только не успел. Одну из книг, написанную Абдурахмановым под названием «Хронология чеченской истории», показывает Сайпи Бердукаев. Он начал свою работу в парламенте, тогда еще под руководством Духвахи Баштаевича. По его словам, эти собрания и есть верное доказательство того, насколько он переживал за свой народ. Он умел как-то несколькими фразами овладевать вниманием аудитории. И дальше уже сама аудитория очень внимала его голосу, его речи. Действительно был человек очень неординарный. И он такого склада был человек, склада души, скажем так. Если бы он мог что-то делать для нашего народа, он бы все, душу бы не пожалел бы, мог бы отдать, лишь бы это было на пользу нашему народу. За свою насыщенную политическую карьеру чеченский спикер прошел через многое. Даже при нападении на здание парламента в 2010 году Абдурахманов, который находился в тот момент в своем рабочем кабинете, мужественно перенес атаку террористов. На его жизнь покушались много раз, особенно когда он был рядом с первым президентом. Оценить роль Духваха Баштаевича Абдурахманова в истории Чеченской Республики, не то что оценить, переоценить ее невозможно, потому что Духвах Баштаевич сегодня ассоциируется как человек, по кирпичику создававший и строивший великое, грандиозное здание новой чеченской идеологии, автором которой был незабвенный Ахмад Хаджи Кадыров Далгазов Кобалдович. Я думаю, что этим сказано уже очень многое. Духвах Баштаевич – это тот человек, который явил нам великий пример того, как нужно жить. И не просто как нужно жить, он даже своей смертью явил нам пример того, как настоящий мужчина и истинный кадыровец должен уходить. Безропотно, стойко, достойно и так, чтобы оставить после себя мощное наследие, великое имя, которое из уст в уста, из поколения в поколение мы будем передавать, воспитывая свою молодежь. Мудрый политик, блестящий оратор. К его мнению прислушивались вершители судеб, а курс на будущее республики вызывал уважение. В последнее время Духвах Абдурахманов все реже появлялся на публике. Много времени проводил в больницах и клиниках, но, несмотря ни на что, по-прежнему старался принимать активное участие в жизни региона. И даже приехал на очередное празднование 9 мая из Санкт-Петербурга, где проходил очередной курс лечения, прямо что называется, из-под ножа хирурга. Болезненный вид председателя парламента тревожил многих, но Абдурахманов не сдавался и до последнего достойно выполнял долг перед своим народом. Он успел дважды совершить хаджи в Мекку и даже побывал внутри священной Каабы. Духвах Абдурахманов умер в 59 лет. У него осталась жена и 2 сыновей. Память о нем увековечена. Имя Духвахи Абдурахманова носит не только школа в его родовом селе, но и одна из улиц столицы Чеченской Республики. Мариам Керимова, Дауд Куроев, Новости 7.
На неделе глава республики пригласил на ифтар в Гранд-холл Фирдавс более 200 человек, среди которых сироты и семьи погибших правоохранителей. Здесь же 60 сирот стали счастливыми обладателями собственного жилья. Документы и ключи от квартиры им вручил Рамзан Кадыров. Кроме этого, 157 семьям погибших правоохранителей и 3 вдовам ветеранов Великой Отечественной войны были переданы сертификаты на улучшение жилищных условий. Вручается сертификат вдовам ветеранов Великой Отечественной войны Хасиевой и Джабраиловой. Селимовой, Кабарев и Султановой. Собравшиеся выразили благодарность Рамзану Кадырову за такое внимание к их нуждам. Отмечу, подобные акции в Чечне проводятся регулярно. Помимо материальной поддержки сиротам и семьям погибших правоохранителей, власти региона оказывают медицинскую и социальную помощь. Рамзан Ахмадович. 75 шарас, он сагином дохком докар. Бел сэр доэл везенде, дерез хой везенде. Бел тхайстан док, бел хасти якот президент, тюнейна везенде. Массер дерез хой шун везенде. Сегодня я очень горда за своего отца, за маму, что вы все самый первый, что наш президент оказал такое внимание, что вот это все такое торжество, что вот это мы можем, это нам делают. Я очень горда. Вересхил и да дуквагвали. Вы президент вагвай. Масуч агорт атту беш тон годеш тончо вук бешук из
تخصندش دوخ قدر دلها تخص أديتين تخص وديتين ده تصانو هم أنت ديل ريس خيلتون وزن ديل ده دوخ واغوي. Еще 50 малоимущих семей из разных районов республики улучшили свои жилищные условия благодаря региональному общественному фонду. Документы им вручил глава республики. Кроме того, еще 80 семей получили материальную помощь в размере 300 тысяч рублей. По 100 тысяч вручили и обладателям нового жилья. Благотворительная акция прошла в Гранд-холле «Фирдаус». Сюда были приглашены более сотни семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. После разговения к собравшимся обратился Рамзан Кадыров. Глава отметил, что забота о социально незащищенных слоях населения – приоритетная задача руководства региона. Kom kurtarkölts, viestielöskölts, akis keenedoos, hadakan yurtakin usuudona. Atsundia do kahia kuduga do khalhan yakar mu kuduga lana aymanistona marhebu chekofku haja halist. Dil disk do khalwa waqfin do hilsh hajtin do ave bolotski do atto bi boy uzanti do kana wasda wasdoy alla Klaude muskala oostro hadden de gedaan. Frans maar gemaakt door boord. Daar dan maar de boord de boord dan daar dan recht. Dan media duel. Daar wat alla dan maar de boord die duel Arab boord. Daar kan dan scha jachtje gaan dan. Hadden maar chatten dan mellis. Toch ja maar hier is nou wat aan ons maar het hayo show aksha dan تعمل dan شو صمد يعني عشان الدنيا عشان يصير يقول أساس يلعب وشو ناس dan ده dan إلصق يقول هم شغال ما يقول داخل بتسحوش يصير يقول ده dan ويحاول يكذب شو بقى وامبات تعير زي مش كم وام نبكت يقول يوم قبل نرجع يقول ده رايحين وين مرجع بعنا مصر تكشف والخبر شو متديوش يصير ده داخل خليل تعبير الدكتور ده لسه مش أكتبه شوية ده دكتور. В Шатое открылся Центр социальной помощи семье и детям. Он рассчитан на 90 человек и способен обслужить 3 высокогорных района. Опытные специалисты окажут социальную, правовую и психологическую помощь. Будет проводиться даже надомное обслуживание. В торжественной церемонии принял участие глава республики. Именно после его инспекции в феврале этого года и началось строительство центра. Подробнее Седа Сапарова. Пока взрослые заняты последними приготовлениями к открытию дополнительного корпуса социального центра помощи, его воспитанники репетируют свой танец, с которым и будут встречать Рамзана Кадырова. Всего несколько минут, и главу региона снова, как и несколько месяцев назад, здесь встречают аплодисментами. Обращаясь к собравшимся, глава Чечни отметил, главная задача руководства региона сегодня – защита социально незащищенных слоев населения. Поэтому открытие и реконструкция таких центров – очередное доказательство того, что государство заботится о своих гражданах. شو تايونيا وما قعدوا دقوا زين شكل شو بيها وشوبا خصم شجع خصمش لك ماج دعد ولا استانا بوك بوخ بنا هو حوبوش نيا دانا الكلب اللي يقبو لك شو تاع مصري ونشكح ويدانا يلا دانا ابني داخل تاع بيتو قبل الشغل قبل الدوش دار مولع وين دار الخان دان وين دار فول بلا افترض هو خربوخ هند ويش بعج هربوخ دانا كان داخل لخ ديش أعوار وشينا شكولي والدين دا شكول أخلشي دانا بير دان شكول جينا خلط أتو بوش خلط بير ديش شو شكول أقريت لخلي شكول شادريجي ولخش دانا بير دانا شيء دان شو نانو يخل دان عشبوش ناخد عدل لتسار إيش كيتو خي وليح خي عدش سار وين داك نيس نيت أنا وستي خلق دان وين أجري حلقة وين نيت وين خلق دانا مخكنا
وأنا إشنيس نيت أكيد ورقي دوق دانا دوسلو دوق دوي هون أجي كويس بتنا برضو بيوز لقيتنا ظلم يعني تنخ دانا بالا هول هي السيقية تمسي دانا دولة دشكين دوسلو بيوز لقيتنا وين دان بيد هول دار مقلع دانا مصو ما كاك إخوة جلج أور دانا كان يخشيخ بالا تبي ظلم تدشكين دو أدوك بيش دوي دار هون بحنا خواتين دانا نقدر نوصل دار يعني كتير. После гости ознакомились с новыми условиями реабилитации детей, где помимо новых площадей и интерактивных площадок будет использоваться и новейшее оборудование. Спальный блок на 60 мест, бассейн, спортивный и актовый залы. Это не полный перечень того, что теперь появилось у воспитанников социального центра. С самыми спортивными из них глава региона пообщался лично и даже показал пару приемов. Что, билет что, она еще? А вот так вот. Мы любим спортовать, значит. Мы любим борьбу, боксу, боевые правила. Давай. Отбей твою хуйню, молодец. تعالوا فاول ريزو ايش يجعل ها ابوك شي يرضو خاني تقدر يعني لازم تطلع تعال. Здесь же министр труда и социального развития презентовал главе региона сразу несколько макетов оздоровительных лагерей и реабилитационных комплексов. Так, например, на 2017 год запланировано открытие круглогодичного оздоровительного комплекса в Шалинском районе, рассчитанного на 500 мест, а также нескольких детских лагерей. Кроме того, министр рассказал и о предстоящем строительстве реабилитационного центра для детей, страдающих аутизмом, и гериатрического центра на 100 мест для оказания стационарной и консультативно-диагностической помощи населению пожилого возраста. Gerontologischke центр эле юлашуиза, но вы маркаде, что аутизм, юлбеши, царна, вы реабилитационный центр отдельно есть, уж постоянно тягал бешку, дневное пребывание, проблемы, царна отдельно кячаш, Москва цени, вот уже согласованы, чактала. А дик нечто, он цанца бешку, прибывать, сон, ночью мы таал, сахаром, ал бахкалфон, ал диквалфа, ер центр. شو توش ميشتا دينا دارت أستيبن يرخيجو ألو أبيرش نتاع يبقى الله تكون خيجو شو تقول جا إشت عيتر دلشتوي بوش فين سأخيت تأخذ شوف تكون حوار أشي بس حال حباك نشة إرمزانك ما تكون جروي تكون بيشت إشت حجروي بوش تبال خا أتصدق يش أنا توا وديل كلامة دول ديل حمص هم ودول قصوة تخيل والله يلا بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا ولا ديال خويا Своих первых воспитанников Шатойский социальный центр помощи семье и детям принял 9 лет назад, в 2007-м. Все эти годы центр обслуживает сразу 3 района – и Тумкалинский, Шатойский и Шаройский. Поэтому расширение площади было необходимым условием для его полноценного функционирования. Не то, что дети рады, даже жители этих 3 районов радуются этому центру. Мы даже не мечтали о таком центре. Здесь они получают помощь психолога, воспитателей. Здесь, значит, медицинская помощь. Они проходят полный курс реабилитации. На базе полустационара одновременно здесь могут проходить реабилитацию 90 детей от 3 до 18 лет. В зависимости от возраста воспитанники разделены на 9 групп. Кроме этого, в центре преподают арабский язык. Школьная программа и кузов проходить, отставайтесь, индивидуальные заниматься для бежания, куча старший школьник шагду, тани быстро хаз быстро тани аям школ ца проблемы, шун цахил вошахет, хаз ца воши ца хагамы, хаз быстро лозуш хаз хилаш вошахет.
Помимо дополнительного корпуса была благоустроена и прилегающая территория. Появилась игровая и спортивные площадки, зона отдыха с летними домиками, фонтаны и сад. Реконструкция центра началась после его посещения Рамзаном Кадыровым в феврале этого года. Тогда глава Чечни дал поручение не только построить новый корпус, но и отремонтировать уже функционирующий. Кадыров лично регулярно инспектировал стройплощадку, контролируя процесс. И пусть главный подарок воспитанникам и сотрудникам центра уже сделан, глава Чечни приехал не с пустыми руками. Каждый ребенок сегодня получил свой велосипед и теперь уже любимую игрушку. Сразу после глава региона с инспекцией посетил участок дороги на трассе Шато и Тумкали. Здесь в результате исхода оползня селевым потоком был заблокирован участок дороги. Расчистка продолжается уже около месяца, однако существенных результатов в борьбе с природными условиями пока достичь не удалось. Сейчас жители района вынуждены передвигаться в объезд через село Варанды. المترو 300 لقى حد مترو دوات شو يجوا قارجلين اليوم متى شو دوش تدو يخي يهوش حلقة دول ده إكسترا كذيك شو حد يزين نقول أوديو كامل نخان يزيلو أنت دي أرز أوقع هو قيق وقتنا سوده بقوهن تايق مكسيلان هو كنا هيك نجيهم يتوتل شو تتنا أنت زوجوا تقول تو سمت تجيو بس أنا مش بخسرنات أنت أنا حلايا أنا هو تسجلنا كلنا أديها ورن دي اتشولو حلا نأو دقيق نأو بقولك كيلومتر برازي ساعات يبربيت بنا قابل بيرتاب دليلش بنا that's what problem يعني. По словам министра автомобильных дорог Абубакара Тумхаджиева, в ближайшее время начнется строительство временного моста. Седа Сапарова, Булат Баканаев, Дени Хавхаров и Тимур Хайдаров. Новости 7. В предгорном селе Автуры построят оздоровительный центр для детей. Накануне там состоялась торжественная закладка капсулы, в которой принял участие глава региона. Располагаться детский лагерь будет в живописном месте на берегу реки Хулхулау на территории общей площадью 4 гектара. В нем смогут отдыхать и лечиться дети от 6 до 15 лет. Размещать детей будут в двухэтажных домах из бруса. Отдельные корпуса предусмотрены и для воспитателей. Здесь же расставили и стенды, на которых изображен проект детского лагеря. Помимо крытых бассейнов планируется строительство открытых спортивных площадок для футбола, волейбола, баскетбола. Предусмотрены библиотека, медкорпус и компьютерный зал. شيء لولو إيديولوجي ولا إقامات أقوى نقش ببوش بوشارة لكن شيء ده بيسبو تهوش بوشارة شيء ده دون في خلال تهوش بوشنا إيش تعرف عارف إنه ده نقش واقع أم إيجادنا جلاه دون عمد على نقبة عنده شوي دونه ويخلق فرق تاعنا لكن ويخلق داخل نق دونه وران سنة سي دونه خلق يخطى حتى وعب بالنسبة دونه ويتغنى سلغن تعيل لوي تغن كلمة زلجي فيها شوي سوق عايير ده موادونه داخل دونه غير داخل دونه نحتاج خزر قوي ودق دونه يبو وين عامل على بيتنا بولنيا يبو دونه دين يدو غازو دونه ده شيء بير في دونه دين عامل ده بير دين ديال ده دونه اكا ادمن دونه ريوشن ودر نا وصل ده دونه إذ دونه دق غازو دونه ده مو دونه وي هو مكة ملخ ميتشي انا قلت دونه انا ديك ويت قوم ده بس شوي داخل دونه خزر تادر دعوه دوي دونه ماما ده ليس دونه حتى الكومبلكس دونه دونه دش بيا دونه اكا هذا دونه باخ بعد دونه اتدات اكا اتغل دونه شيء مبسوط دونه ريجيون شيء برنامج دش اد بو هديشي هلا تويز كده اكا هي قاعد يصير رفيع يز دونه اكا الأرض باخ بعض دونه ده مولا دونه وبيجي شورين وهذا عاجل له دائما نوقع بيري سبوا عبر بير دونه داخل عرض دونه كده كده دكتور شغل دراسه والمسير دونه
Извинения приняты. Продолжавшееся более 7 месяцев политическое противостояние России и Турции из-за сбитого в прошлом году российского истребителя и гибели летчика, похоже, на неделе завершилось. В начале недели президент России Владимир Путин получил от своего турецкого коллеги Таyyипа Эрдогана послание, в котором тот извинился за сбитый самолет Су-24 и гибель российского пилота. Как сообщила пресс-служба Кремля, в послании в частности отмечается, что Россия является для Турции другом и стратегическим партнером, с которым турецкие власти не хотели бы портить отношения. Взвешенная и правильно выбранная тактика дала свой результат. Главные тезисы справедливых требований российского руководства выполнены. Это и официальные извинения, и готовность возместить ущерб и выплатить компенсацию. И на этой же неделе Владимир Путин отменил часть ограничений, введенных в отношении Турции. Президентским указом в том числе были сняты запреты на продажу путевок и чартера в эту страну. Минтранс России приступил к выполнению поручения Кабинета министров о возобновлении чартерного авиасообщения с Турцией. Также глава государства поручил правительству вступить в переговоры с Турцией для восстановления сотрудничества в торговле, туризме и других сферах. Письмо президента Турции прокомментировал и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что такой исход событий свидетельствует о правильности подхода руководства России к данной проблеме. Ну а в самой Турции на неделе совершен очередной теракт, в результате которого около 240 человек пострадали, погибли 43, в том числе 19 иностранцев. Как сообщил турецкий премьер, у правоохранителей есть основания полагать, что к этой атаке причастны боевики ИГИЛ. На своей странице в Инстаграм глава Чечни осудил чудовищный акт и выразил соболезнования родным и близким погибших. 80 лет на охране порядка на дорогах. Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения отмечают свой юбилей. В наши дни численность личного состава по стране с учетом всех региональных подразделений насчитывает порядка 100 тысяч человек. С профессиональным праздником сотрудников ГИБДД Чечни поздравил и Рамзан Кадыров. Обращаясь к собравшимся, Рамзан Кадыров отметил работу, которую проделали госавтоинспекторы, подчеркнув, что значительно снизилась аварийность на дорогах, а также повысился авторитет человека в форме. Singet met Rabo's dona, als je nagaan dona, geen geaardzagoosje, zodanig België toch dona. De radona, het Rabo's nagaan dona, zo trut gaan te gaan dona, gewoon niet naar wat dan zoiets. Wees us, reis wordt school, dat schien dona, gewoon die nabosa niet paratoler is, hoe te hoog speciaal, de rawe maken usins. Kezgibu, hundboneltje, als je baandos, als je 6 uur al 6 zie uit, niet maar ongeluid. Haal gewoon dan, moeder dan. Ga je bel doorgelicht, sinds leren beter, leren beter. Ja, te voorbeeldvol, zat er niet wezenlijker. Eder bel dan wezenlijker. Sheebal gaat to a boer, a sugar sheebal, maar be boos. Daar is het aan, 6 dollar, Shane, Bilgaljak en Ursel dan, niet ja, want dan, is je 6 dan, daar maar back bij bal, daar hoort bij, ga eet, hint dan, maar zo oude casekeeper dan. Ja, al goed dan, Uli, aman wat to is. خودتا يقول لي أمان خواتي ولا بالك عم بشيت بور أصلا كات كمان دير خواتي جالسنا بيتون هذا هو أول دون دير ريسكل وكمان دير بتر يوم فات شان دير دادونا داج دون سمتري برياتنا نسبت ديك هو ده صار نيا دلاتش تانك دلاتش دون خز توكشت إيوه خما إيمنا دون تغنا وين يوش بيج والخ وين يوش بالنا وستي وقريج أو دون وين تغنا ويش لارم بيش Zijn Oslo is best dan, ga je bel loibo, zo'n deel dan, zijn 6 met die dat jij is uit zo ja, waar niet hal je moet iets te gaan dan. Zo'n deel is zo'n zo dat dan, deze leren ze zo dat al dat
daar toch goed daar door. Daar dan, wat Allah dan, zij ballig tiener, zoek dus doe gaar niet ja bosbal ballig tot, je was wel haast daar. Zo duur jullie zullen het zijn. Maar het is niet zo dat housa als je dan, je school dan, maar heel dag dus, maar u is naar boven. Alloch ده شد دان اینی یا خزل ایمیات او اینی خزل چی اینی دانه باو اینی یا غیر دختی شو سخل چی اقها میلوت حالی چوارچی عمل شد رجیونی وارچی قصد درست وارچی دانه شاید دیگه نسترن قال له شجع دانه نی یا والبلا وقتان دان اش دانه عمل تك تعميازش سو من تسينيه سي هر علي اجنانه حلق دانه تيستي میشون لوش نخرر هینت تیستی میذاش نیک شخص فلات ساخیلر ناخچه جواه سونگینه رباط نگی بوده ده ایش دوار ویش دوار غلق داشوار ویز دوار اوریدان اقصد دلدانه ایزه بق یم بوین داقی وش قصو دو غیلوی دقیقا وین ایز خانی مرحی بود بود چقی یو دانه اوگری دز دیناش ویلر دیش دانه ویدیل دویخ دانه دایل دانه ویخ بوسل دین فايد خليتي هالدون وين قوم وصل ناخ وين وانا وصل خليتي دون كان دو ايما دير اخر دو دون هذا دو دا دو شو دا ووتش مالر دويل شاولش متع دون شي متقدر بيش شي متقدر برت دون قوم باخر خوي يبقى وصل ديش خلر دوك اس دو دون شو دون تانا سلخن تون بيش بولناخ وين سو بيدر من داجي تراك سو ير داك بويش وناخ سو بل تغن نيت عليش بنا صوبو سندر اش صوب احيك ديش تمسو شو ناقص تخل ديش دو دا مولا ايش تخل دون دا رت بو دا دوخ دا دو ما دا مو صوبو شو لر دو دون سبرايزلي كان واس ثلاثه بو. Здесь же Рамзан Кадыров наградил отличившихся. 4 сотрудников спецбатальона ДПС наградили медалью защитнику Чеченской Республики, 3 госавтоинспекторам вручили медали за заслуги перед Чеченской Республикой. На полях Чечни началась уборка зерновых. Земледельцы уже говорят, что урожай в этом году выдался лучше, чем в прошлом. Это несмотря на то, что часть посевов уничтожили дожди. Работу на полях значительно упрощают этим летом и новые зерноуборочные машины. За рулем одной из них посидел и глава республики. Он не только проверил, как идут работы, но и сам принял участие в жатве. Подробнее Лейла Наврузова. Старт началу уборки урожая на полях республики дал Рамзан Кадыров. Вместе с министром сельского хозяйства он посетил один из госхозов. Муса Дадаев рассказал о ситуации с уборкой на полях, какие семена были засеяны здесь и что будут пожинать. Участие в сборе урожая принял и Рамзан Кадыров. Сев за руль комбайна, глава республики умело приловчился к технике и собрал пшеницу. Погодные условия, конечно, повлияли на посевную, но тем не менее, судя по сбору урожая, с уцелевших гектаров он выдался неплохой, отмечают здесь. В этом году у нас зерновые, которые подлежат уборке, составляют свыше 122 тысячи гектаров. А по сравнению с прошлым годом мы уже на сегодня держали точно зерновые мы свыше 70 тысяч гектаров. Вот уже несколько дней, как сельхозтехника активно ведет работу на полях. Несмотря на прошедшие проливные дожди, земледельцы рассчитывают на хороший урожай. Сейчас здесь собирают пшеницу сорта «Стан». Она оказалась более устойчивой к таким погодным условиям. 2 дня назад начали, у нас идет 62 центнера с гектар. В том году было намного меньше. Было где-то 40 центнеров гектар. Техники у нас хватает, работа не стоит. Надеемся, в сроки мы уложимся.
Работа в поле, если раньше давалась очень тяжело, то сейчас с этим дела обстоят несколько иначе. Новая техника, система кондиционирования позволяет комбайнерам с удовольствием работать в поле. С полей Очхой-Мартановского района убрано 1400 гектаров. Средняя урожайность по району составляет 29 центнеров с 1 гектара. Этот показатель, по словам главного агронома района, заслуга людей, которые трудятся, не покладая рук. Семеноводством агрохолдинг занимается уже 3-й год. И в результате чего полностью наша республика, наш район, в частности, обеспечивается своими семенными материалами. Это 4 сорта у нас сегодня в стандарте С. Это Стан, Адель, Доля, Баграх. Это очень перспективные семена. Всего в республике засеяно 228 тысяч гектаров земли. Это зерновые культуры, овощные, бахчевые, масляничные и технические. На сегодня убрано где-то около 12 тысяч гектаров. Средняя урожайность сегодня идет 26 центнеров с гектара. Мы ожидаем закрыть год где-то 26-27 центнеров с гектара. При этом мы ориентируемся на ту цифру, что может быть небывалый урожай более 300 тысяч тонн. Валовый сбор мы ожидаем вот так, если позволят погодные условия. Несмотря на нанесенный дождями ущерб, ситуация на полях республики остается устойчивой. Более того, по словам земледельцев, урожай этого года ожидается выше, чем в прошлом году. Лейла Наврузова, Руслан Яхяев, Дауд Куруев, Новости 7. На этом все. Смотрите нас в следующее воскресенье. Мы расскажем вам о самых важных и интересных событиях. Спасибо, что были с нами. Ади Кевич.